Сегодня вот именно проповедь, она такая вот основополагающий принцип. Если ты хочешь, чтобы твоя семья, она преуспевала, если ты хочешь, чтобы дети твои, они были лидерами, они побеждали в жизни, тебе нужно кое-что усвоить. Давайте мы посмотрим, что Бог говорил народу израильскому. Второзаконие, 6 глава. Здесь Бог, Он говорит, что если ты хочешь, чтобы твоя семья, она преуспевала в жизни, если ты действительно посвящен, ты болеешь за свою семью, тогда тебе нужно кое-что делать. Еще раз, Второзаконие, 6 глава, с 5 стиха. «И люби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, всеми силами твоими, и да будут слова сии, которые я заповедую тебе сегодня, в сердце твоем и в душе твоей. И внушай их детям твоим, и говори о них, сидя в доме твоем, и идя дорогою, и ложась и вставая. И навяжи их в знак на руку твою, и да будут они повязкою над глазами твоими, и напиши их на косяках дома твоего, и на воротах твоих. Когда же введет тебя Господь Бог твой в ту землю, которую Он клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову дать тебе, с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненные всяким добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться, тогда берегись, чтобы не обостилось сердце твое, и не забыл ты Господа, который вывел тебя из земли египетской и из дома рабства, Господа Бога твоего. Бойся и Ему одному, в смысле Богу, служи, и к Нему прилепись, и Его именем клянись». Формула для успеха твоей семьи заключается в следующем. Можешь записать себе в блокнотик. Поставь Бога на первое место в своей жизни. Поставь Бога на первое место в том, чему ты учишь своих детей. И поставь Бога на первое место в том, как ты проживаешь свою жизнь. Знаете, когда я вот готовился, я вспоминал Писание, смотрел, что-то читал, и я нигде не могу вспомнить ни одного места Писания, когда бы Бог, Он говорил, что ты должен поставить семью на первое место. Что семья – это номер один. Более того, Иисус, Он нам что говорил? Не вздумайте так делать. Давайте прочитаем Матвея, 10 глава, 37 стих. Иисус говорит следующее. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. И кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня». И, может быть, кто-то сидит в зале и такой, как это вообще все? Что происходит? Я думал, что церковь – это классное место, где бы мои дети могли растить. Я думал, что это хорошее место, где моя семья, она будет укрепляться, она будет только крепче. Наши узы, они будут укрепляться. Так и есть, я тебе скажу. Но при этом ты не должен ставить семью на первое место. И твоя семья, она будет укрепляться. Я сейчас все поясню, наберись терпения. Не выключай свой мозг, не переключайся куда-нибудь. Ты получишь ту семью, о которой ты мечтаешь, только если ты поставишь Бога на первое место сначала. И смотрите, я сейчас постараюсь объяснить все. На самом деле, одно другого, оно не исключает. Вы понимаете? Это не означает, что значит, если я Бога буду ставить на первое место, я должен пренебрегать своей семьей, что ли? Сейчас мы все узнаем. На самом деле, смотрите, притча Соломона, 16 глава, 3 стих, говорится следующее. «Предай Господу дела твои, и предприятия твои совершатся». Хочешь, чтобы у тебя крепкая семья была? Господу доверяй в этом. Каким образом это работает вообще? Вы знаете, вот то же самое, когда Бог, Он говорил про то, что кто желает душу свою сберечь, потеряет ее. Часто у Бога
знаете, вот такая реверсивная теология, я не знаю. Человек, он думает, что если я буду брать все себе для жизни, мне будет хорошо. Я, мне и мое. Но вы видели таких людей? Счастливы ли они? Мы не касаемся материального плана и так далее, но ты знаешь, что у человека счастье, удовлетворение в жизни, оно часто приходит когда? Когда ты посвящаешь свое время, свою жизнь для того, чтобы помочь кому-то другому. Я вам более скажу, когда люди ко мне приходят и говорят, ну, с депрессией, например, или еще с чем-то, и вот там, вот что делать? Вот хочется посоветовать человеку, вот, найди кого-то, кому хуже, чем тебе, и помоги ему. Это проверено. Если ты сосредоточен только вот на своих проблемах и ходишь и жалеешь себя, ну, горе тому человеку, и вздохнуть невозможно. Немножко уже меня понесло куда-то не туда. Итак, смотрите, знаете, Бог, Он прекрасно понимает, что кому я посвящен, кого я ставлю на первое место, о том я и буду заботиться. Вы помните, как написано также в Новом Завете про... Ой, сейчас как банку с червями открою. По поводу, что, например, кто остался без мужа, без жены, да, служи так Господу, потому что что, женатый он стремится как угодить жене там, или как угодить мужу. А если это Павел, он для себя говорил, частный случай, да, ну, а я вот как бы, я вот служу Господу, да. Но здесь она прямая, если ты кого-то ставишь на первое место, ты и будешь заботиться о нем. Если я оставлю семью на первое место, и если они несчастливы, кто-то недоволен, ну тогда я даже и Господа слушаться не буду, но сделаю все для того, чтобы у них все было хорошо. Я сейчас объясню дальше все. Смотрите, все встанет на свои места. Я просто знаю вот такой пример не в нашей церкви. Вы этих людей не знаете, я не шучу. Как бы, да, в детском служении большая церковь, большое детское служение. И очень обеспеченные родители уже в возрасте, единственный сын, который растет, и свет в окошке. Просто, знаете, вот. Родили поздно, и ни в чем ему не отказывают. Цель в жизни. Как бы, да, вот он на первом месте. И, как вы можете догадаться, с поведением у него было откровенно не очень. То есть на детском служении он мог себе такие вещи позволить, когда, ну, там, в группе детей, то есть там, ну, когда остальные дети, они бы даже не додумались. То есть парню было все дозволено с малых лет. И ему сделали замечание как-то учителя и что-то. И он рассказал дома родителям. Вы знаете, что сделали родители? Вместо того, чтобы подойти и разобраться как-то вот с учителями воскресной школы, они не придумали ничего лучше, как просто перестать водить ребенка. То есть из-за того, что ребенок был недоволен, они, как родители, они думают, что как бы ему было лучше, но они отделили его от Бога таким образом. Близорукое поведение у родителей. Ты думаешь, что если он сейчас будет доволен и счастлив, это послужит, ну, вы понимаете, да? Вы согласны, что это не здраво? Но это вот именно то, когда ты ставишь кого-то на первое место вместо Бога. И еще, это вот первая, да, вот вещь, которую мы коснулись, в чем проблема с этим. И вторая, знаете, если я посвящен своей семье больше, чем Богу, если я ставлю их на первое место, то я буду поступать вот как я думаю. Я буду действовать так, как я считаю лучше, а не то, как говорит об этом Бог. И пример этому мы можем посмотреть вот на западные страны, про которые мы говорили. Вы знаете, люди, они считают, что так будет лучше.
Мы должны учитывать права всех граждан. Мы должны, вот человек возомнил себе, что он маленькая девочка, ну пусть он себе считает, понимаете? И конца и края этому нету, и оно вот заканчивается вот таким абсурдом. Я вам сейчас пример такой приведу. Вы знаете, вот, например, вот, ну, еще раз, если ты ставишь семью на первое место, то ты принимаешь решение, исходя из того, как ты считаешь лучше, а не то, что об этом говорит Бог. У меня знакомый был, классная семья, классный отец, знаете, такой, посвященный детям своим. Но я один раз пришел в ужас от того, какие фильмы они смотрят вместе с детьми. Вот, то есть он садится и смотрит. Дети, ну, были там среднего школьного возраста. Да, то есть не взрослые, ну и не совсем маленькие, такие, знаете, там они, там, 3 детей, через год, через 2, как бы приблизительно все одного возраста. И вы знаете, что у нас в России вот все западные фильмы, когда их переводят, сейчас у нас стал возможен перевод с матом, но раньше, то есть по телевизору показывают, то есть там война, кровь везде, и непонятно, что творится, но все говорят очень правильным литературным тургеневским языком, как бы, да. И я не знаю, хорошо это или плохо. Наверное, для взрослых это плохо, потому что в жизни так не бывает. И вот у этого отца, у него была такая позиция, знаете, он уже смотрел фильмы, те, которые с нормальным переводом, то есть один в один, как создатели фильма это сделали, потому что многие фильмы в Америке, вообще на Западе, там просто есть рейтинг такой, я уже как бы говорил про это, да, всегда можно взять и посмотреть. То есть все фильмы, там есть рейтинг для детей. То есть до 12, 13 лет, до 16, 18, можно, я делился даже с вами сайтом, например, есть сейчас в интернете все, вот прежде чем смотреть дома, я всегда захожу и смотрю, есть такой там гид для родителей, и ты смотришь. Там алкоголь, наркотики, то есть сцены с алкоголем, с наркотиками, есть ли они там, то есть ограничения по каким, ну, они могут быть по разным причинам. Ну, то есть я прежде всего смотрю секс, как бы, да, там, обнаженка, потому что язык, ну, у нас, если нормальный перевод, то там, как правило, все будет хорошо. Ну, вот, а здесь он смотрел и просто там матерятся, как сапожники, не знаю, как матросы, которые там только приехали, и это, как бы, знаете, мне было, ну, я, как бы, если бы в зале, ну, не в зале, в комнате сидели бы одни мужики, ну, как бы, куда ни шло, я бы мог это понять. Но когда здесь сидят твои дети, и у него, знаете, у него была такая позиция, но они же все равно все это услышат и уже слышали в школе. Так пусть уж лучше они услышат это дома вместе со мной. И вот в чем проблема, знаете, это как вот с западным обществом здесь. На самом деле ты тем самым расширяешь вот такие границы, ты показываешь, да что это нормально. И потом, вот знаете, вот когда бывают такие ролики в сети, там в ТикТоках, когда маленькие дети, они там их там что-нибудь спрашивают, они как загнут трехэтажным матом, да, и родители умиляются, как здорово. Ну, что будет-то дальше с этим человеком? Вы знаете, еще раз, если я ставлю свою семью, вот он думает, что это так, он думает, что это лучше. Он принимает решение сам, не на основании того, что говорит об этом Бог. Итак, главный принцип, по которому мы должны, ну, не главный принцип, но, наверное, вот, крепкая семья, так сложно. Знаете, это труд, который складывается из многих-многих, как бы, составляющих. Но одна из основных вещей, которые ты должен делать, это поставить Бога на первое место в своей жизни. Потому что если ты поставишь семью на первое место, то встанет такой вопрос, или это просто вопрос времени, когда Бог, Он у тебя будет где-то на втором всегда. Но если я ставлю Бога на первое место, вот это вот реверсивное мышление у Бога, знаете, моя семья, она только выиграет от этого. Каким образом? Ты можешь спросить, в смысле? Ну я же хочу, вот если я там забочусь, я вот там буду делать.
Но просто тогда Бог, Он будет создавать правила для своей семьи, Он будет говорить, что нужно делать, и будет говорить, как ты должен обращаться со своей семьей. Тогда, смотрите, давайте мы посмотрим. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Здесь говорится для мужей. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни. Внимание! Если ты так не будешь делать, что будет? Дальше что будет? Дабы не было вам препятствия в молитвах. Здесь о чем говорится? Что мужья должны обращаться с женой, как с фарфоровой вазой тончайшей работы, немощнейший сосуд. Кто-нибудь, знаете, у меня были такие вот там фужеры какие-то из чешского стекла. Как-то ушли, я пытался их помыть, пальцем надавил и сломал его. Ты такой стоишь и думаешь, просто надавил пальцем. Ты должен обращаться так, чтобы, женщина не очень хрупкие создания. Куда-нибудь пальцем не туда надавишь, она и сломается. И более того, нужно оказывать им честь, потому что они сонаследницы. Женщина тоже человек. Женщина, она имеет равные права с тобой в благодатной жизни. Для Бога вы одинаковы, вы понимаете? И если ты так не поступаешь, то Бог говорит, что я не слышу твои молитвы. Он не будет тебя слушать. Потому что это заповедь от Него. Ты так должен поступать со своей женой. Еще раз, мужчины, запишите. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. Женщины, забудьте. И также Ефесянам, вы знаете, 5 глава, где может быть, отдельно будут проповеди, где вообще расписывается все про семью. Мы коротко пробежимся по некоторым местам. 5 глава, 33 стих. Мужьям что говорится? «Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя, а жена да боится своего мужа». Или в новом русском переводе здесь что? «Жена же должна уважать своего мужа». Вот это слово здесь в смысле уважения. Не в смысле бояться забиться в угол где-то, да, но оказывать почтение. Здесь значение слова, оно именно в этом. Муж должен любить свою жену, а жена должна оказывать ему почтение. Она не должна его своим языком уничижать. Да май на дворе. Вынеси елку, вынеси елку. Мы елку убрали, кстати. Спасибо большое тем, кто участвовал. Но это серьезные вещи, вы знаете. Еще раз, если ты ставишь Бога на первое место, Он создает те правила, по которым ты должен следовать, если ты хочешь иметь крепкую семью. И вот здесь то, что Он говорит, что мы должны делать мужья, Он задает стандарты, что должны делать жены. И сейчас, опять же, почему во всем мире все с ног на голову? Почему многие мужчины и женщины на Западе, они несчастливы? Почему так популярно агентство знакомств из восточных стран? Когда мужчины, они знакомятся там с русскими, с украинками, там, я не знаю, славяне. Потому что общество, оно еще не настолько эмансипировано. Казалось бы, в смысле? Вот женщина, она имеет права, я хочу там открывать дверь сама, хочу, чтобы мне никто не помогал, там сумки не носил и так далее. Но у нас пока еще это не так. Это нормально, когда мужчина, он ухаживает. Бог, он так устроил. Вы знаете? Потому что мужчина создан таким образом, что ему нужно, чтобы он о ком-то заботился. И если ты его лишаешь этого, у него процессор, он ломается. Ладно, я для отдельной проповеди. Дальше мы идем, да? Ефесянам 6 глава, с 1 по 3 стих. «Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость. Почитай отца твоего и мать». Это первая заповедь с обетованием. Какое обетование, если ты так будешь делать? «Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле».
Бог, Он говорит нашим детям, что если ты хочешь преуспеть в этом мире, ты должен научиться почитать своих родителей. Хочешь, чтобы дни твоей жизни на земле они продлились, почитай своих родителей. Если ты не будешь так поступать, твоя жизнь, она будет не такой, как могла бы быть, знаете. Дальше отцам говорится, Ефесянам 6 глава, 4 стих. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении». Обратите внимание, это все заповеди от Господа, да? Все, что написано в Библии нам, как мы должны поступать. И, может быть, нам не всегда хочется исполнять вот это все. Но, если я ставлю Бога на первое место в своей жизни, у меня нет выбора. Мне Бог сказал. И поэтому я сначала, скрипя зубами, буду любить. Да? А потом, когда войду во вкус и пойму, что так это хорошо. Когда ты любишь свою жену, тебе будет хорошо. Помните, как немножко фильм советский, где Вахтанг Кикабидзе и армянский актер, Макртычан у него фамилия, я не помню, как его, на грузовике они ехали. Не-не-не, это не Мимино было. Да? Может быть, да, наверное, уже давненько не это. И он просто говорил, что ты мне сделаешь хорошо, я тебе сделаю хорошо. Да? Или там, я тебя так прокачу, что ты мне сделал хорошо. Итак, Бог на первом месте. Прежде всего остального в жизни мы будем тогда поступать так, как Он сказал. Мы будем вот это вот исполнять, потому что это то, чего Бог, Он хочет. Если я полностью посвящен Богу, тогда я понимаю, что когда я подписался на то, чтобы стать христианином, я что сделал? Я провозгласил Его господином в своей жизни. Господь – это означает господин. Я неоднократно об этом говорил, повторю еще раз. С этого момента все, что у тебя есть, оно принадлежит твоему господину. Это как вот был тогда рабовладельческий строй. У тебя нет теперь ничего твоего. Твоя семья, твои дети. Рабы, они не имели этого. Вы знаете, что если ребенок, он рождался в рабстве, в браке, он также становился рабом, и он принадлежал господину. И жена, она не твоя. Но ты поставлен как добрый распорядитель. И Бог в свое время спросит, каким образом ты воспитывал своих детей. Бог, Он спросит с тебя, как ты поступал со своей женой. И Бог, Он спросит с тебя, как ты почитал своего мужа. Еще раз, не знаю прямо зачем, скажу. Если женщина, она постоянно подавляет мужчину и говорит ему, что да ты никчемушник, ты там такой, ты сякой. Потом через какое-то время приходит и говорит, пастор, почему вот он, я его никак не могу ничем замотивировать. Когда ты ему 10 лет говорила, что он никакой, чего ты сейчас-то хочешь от меня? Вы понимаете, да? То есть оно так не работает. Еще раз, то, как мы поступаем со своими родственниками, со своими детьми, женами, мужьями, родителями, Бог, Он спросит нас за это. Потому что у Него есть определенные повеления, как мы должны поступать. И они уже не наши, но они принадлежат Ему. Он, как хозяин, Он с тебя спросит. Вы знаете, это только вот часть того, почему мы должны строить вот наши семьи вот на основании вот такого посвящения друг другу. Почему? Это только часть.
Потому что вот то, что мы сейчас обсудили, вы знаете, вот это вот то, что касается меня. Ну или касается тебя, касается человека. Что мы должны делать? Но вы знаете, есть еще и Божья часть во всем этом. Мы об этом еще не говорили. Давайте мы посмотрим. Псалом 36, 5-6 стих. «Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень». Давайте я в новом русском переводе то же самое место прочитаю. «Доверь свой путь Господу, уповай на Него, и Он совершит такое, высветит праведность твою, как свет, твою справедливость, как солнце в полдень». Другими словами, если ты ставишь Бога на первое место, то Он тебя ставит на первое место. Знаете, у людей есть такая пословица, в миру, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Русская версия, наверное, на Бога надейся, сам не плашай. Да, мы призваны что-то делать, но при всем при этом, вы знаете, вот здесь вот то, что Бог помогает тем, кто помогает сам себе, на самом деле это ложная доктрина вообще. Это вообще не по-библейски. Об этом нигде не говорится в Библии. Но Бог, Он помогает тем, кто ставит Его в своей жизни на первое место. Тот, кто почитает Его, кто поклоняется Ему. И часто бывает, вы знаете, что если крепкие семьи не христиане, верующие, есть очень много. У меня много знакомых. Когда ты знаешь людей давно, не без своих скелетов в шкафу, так скажем, да? Но вне зависимости от того, как правило, верующий человек или неверующий, но каждый родитель, каждый дедушка, бабушка, они хотят лучшего для своих детей. Как правило, если, все нормально с головой у человека, да. И дети, они также, когда они уже осознаны, они хотят лучшего для своей семьи. И часто люди неверующие, они поступают правильно, инстинктивно просто. Знаете, мы все созданы по образу и подобию Божьему. Мы взращивались в каких-то семьях с христианскими ценностями, может быть, кто-то. Но мы инстинктивно понимаем, как лучше. Может быть, родители были достойные, хорошие и подали хороший пример. Что я хочу сказать? Что и верующие, и неверующие, но мы хотим, чтобы с нашей семьей все было хорошо, как правило. Чтобы дети, они получили лучшее образование. Чтобы медицина, то есть если к врачу, то только к лучшему. Чтобы возможности в жизни для них открывались, перспективы лучшие. Мы хотим, чтобы удачно, успешно вышли замуж, женились. Да, чтобы, немаловажная часть. И мы часто делаем, знаете, есть такая фраза тоже, все, что в моих силах, я сделаю. И часто все, что в моих силах, мы делаем в семье. Все, что в наших силах. Но мы так часто это делаем, что тем самым мы показываем пример нашим детям. Знаете, что нужно полагаться только на себя. Что если не я, то кто же? Кто же тогда позаботится? Пример такой приведу. Во дворе дома маленький мальчик пытается поднять тяжелый камень. И он его и пыжится, и то есть неудобно, тяжелый, овальный. Он его вроде бы приподнимет или куда-то, никак не может, уже слезы на глазах. Отец к нему подходит и спрашивает:
Ты всю свою силу используешь. И тот ему с разочарованием, такой злостью: ну, конечно. Не видишь, что ли? На что ему отец говорит: а вот и нет. Ты забыл меня попросить о помощи. То, что мы читали вот во Второзаконии, в 6 главе, да, то, что Бог, Он говорит. Помните, там 2 часть, что научи детей своих обращаться ко мне, просить меня о помощи. А каким образом ты можешь научить детей? Когда ты сам это делаешь, и когда ты вспоминаешь, если Бог, Он что-то делал для тебя в жизни, что-то ты получал вообще, что-то происходило, когда ты вспоминаешь это, да, это начинает и твою веру возогревать, действовать в твоей жизни, и помогает детям твоим. Если ты и я, мы сделаем, знаете, вот такое вот, как многие говорят вот там про миссию, про какую-то, но наши дети – это наша первая миссия. Знаете, вот миссионерская работа. Мы должны помнить, что Бог, Он сделал для нас в прошлом. Для чего? Для того, что когда трудности новые, они возникают, тогда мы будем обращаться к Богу за помощью. То есть один раз ты что-то преодолел, тогда во второй, в третий, в 4 раз, если Бог, Он тебе помог в первый, ты будешь обращаться к Нему. И если это истина в нашей жизни, тогда наши дети, они будут просто инстинктивно тянуться к тому, чтобы просить у Бога то же самое. Когда не будет папы и мамы рядом, а настанет такой момент, и когда к кому-то нужно будет обратиться. Вы понимаете? Вот такой образ мышления, это вот должен быть у каждого семьянина, у каждого родителя. Мы должны посвящать себя вот этому, как и всем другим аспектам нашей жизни, которые мы считаем, они вот, жизненно необходимы для нашей семьи. Пример, вы знаете, я думаю, наверное, в каждой семье, я надеюсь. Вот вечером какая фраза звучит в 99% домов? Ты зубы почистил? Кто-нибудь говорит так, нет? 2 человека. Ребята, открывайте дантистские клиники тогда. Потому что если вы так не проверяете, дети, они не будут чистить зубы. Зачем родители, они вот надоедают? Или утром там зубы почистил. У меня вот жена постоянно, там, когда дети маленькие были, и я потом тоже. Почисти зубы, еще берешь их там с собой. Минимум там 2 минуты там, и так далее. И все вот эти вот истории рассказываешь. Зачем? Потому что я хочу, чтобы они выросли, и у них зубы были свои. Вы понимаете? До старости. Потому что если ты не будешь так поступать, да, с зубами будут проблемы. Вы согласны? То же самое, вы знаете, мы должны осознанно преследовать вот такую цель, чтобы учить детей силе Божьей в нашей жизни. Что Бог, Он живой. Что Бог, Он действительно есть и Он существует. Чтобы это не было просто, знаете, как вот детская Библия есть в картинках для совсем маленьких. Это все воспринимается как какая-то сказка. Вот Бог, Он когда-то там жил, и вот Он там что-то делал, и вот такие вот чудеса, и нам нужно, знаете, вот такая вот у нас культурная традиция. Да нет. Наша задача научить наших детей, что Бог, Он жив сегодня, что Он действует сейчас в жизнях людей. Он способен решать твои проблемы, которые есть у тебя сейчас и которые будут в твоей жизни. И поэтому важная часть нас – научить детей обращаться к Богу.
Второзаконие, 6 глава, говорит, что мы должны посвятить этому свою жизнь, чтобы научить своих детей чтить Бога. Мы должны научить их тому, что Бог, Он благ, то есть Он хороший, современным языком. Бог, Он хороший, Он добрый, что Ему не все равно. И третье, что Он действует сейчас в наших жизнях. Если мы верим, что Бог, Он живой сейчас, и Он действует в наших жизнях, если мы верим, что Он действовал в прошлом нашей жизни, если мы готовы поставить Его на центральное место в своей семье, тогда наши дети и наши внуки, они также будут этому следовать. Они научатся доверять Небесному Отцу, так как мы научились. Я много раз говорил, и я думаю, все вы это знаете, что невозможно чему-то научить, когда ты говоришь: сынок, вот так не делай, как я сейчас. А оно так не работает. Но работает только «делай, как я». Вы понимаете? Поэтому если ты хочешь, чтобы твой ребенок, он был с Богом, тебе нужно самому быть и передавать это твоему ребенку. Это самая важная часть. Еще раз. Реверсивная, вот такая вещь. Кто пытается душу сберечь свою, он потеряет ее. А кто потеряет ее ради меня, тот обретет ее. И то же самое с семьей, знаешь. Ты хочешь спасти свою семью, ты хочешь, чтобы все у них было хорошо, чтобы было все самое лучшее, и ты там облизываешь и так далее. И что часто происходит? Дети вырастают неблагодарные, семьи разваливаются и так далее, и так далее. Потому. Но если ты ставишь Бога на первое место, здесь не происходит того. Бог, Он не требует у тебя принести семью в жертву. Вы понимаете? Но ты ставишь Его на первое место, и Он создает правила для твоей семьи. Если ты учишь оттуда, то в жизни наступает божественный порядок. Но мы должны научиться сами доверять. Каким образом? Вы знаете, есть такая история, я уже закончил, последнее расскажу. Начало 20 века, когда, знаете, вот всякие безумные такие свершения были и в самолетах, полеты всевозможные, и вот было такое популярное канатоходцы. Знаете, вот натягивали канаты, между зданиями ходили. И вот был один человек, который вот натянул канат над Ниагарским водопадом. Ну и, соответственно, это шоу, толпа народу. И вот человек, он сначала с каким-то балансиром прошел по канату в одну сторону, вернулся обратно без балансира, и все аплодируют, все в восторге. Потом он берет, знаете, у него такая тачка была, тачку ставит на канат и проходит с тачкой в одну сторону, в другую. То есть, вы понимаете, балансира нет, и ты не можешь, если двумя руками, это гораздо сложнее. И люди все в восторге, все ему аплодируют. И потом он задает вопрос: кто готов, кто хочет? Может сесть в тачку, я его прокачу туда и обратно. Настала пауза, и все те, кто его горячо поддерживали, сделали шаг назад. И одна девочка вызвалась и говорит: я хочу. Села в тачку, и он ее в одну сторону провез и обратно провез. И в процессе люди, которые стоят, они говорят: как вообще, как она смелости столько набралась, как она может? И кто-то рядом стоит и говорит: разве ты не знаешь, это ее отец? Каким образом? Я сейчас никого из отцов не призываю. Да, это
к необдуманным действиям, так скажем. Сейчас бы это было невозможно, его бы, наверное, закрыли сразу. Но дикие времена были. Семейные ценности всякие. Почему она доверилась? На чем я хочу сосредоточиться? Да потому что она знает своего отца. Понятно, что он не новичок, понятно, что он не один раз такое делал. Она это видела, верняком он ее уже возил и туда, и обратно. Когда ты знаешь своего отца, когда у тебя есть какие-то отношения, когда ты действуешь из опыта, ты можешь доверять.